И что с каменными домами там вы сразу же видели, что там есть проблемы из-за... Не, поначалу-то мы всегда были знакомы каменным строительством. Но у нас такое, как при строительстве в вечной мерзлоте, да, есть температурные трубки. Мы все время, когда ведется строительство, мы наблюдаем температуру мерзлоты через эти температурные трубки. Мы опускаем термометр и все время в журнале пишем, сколько там внизу температура. И в ходе этой практики уже мы начали вот последние годы, да. Раньше, например, вот в 90-х, 80-х годах вот внизу, да, было вот, ну, даже на метре 6-метровой глубине минус 4-6 градусов было. А сейчас в 8-метровой глубине мы бурим, и где-то минус 1,5-0,5 градусов. Это очень тревожный сигнал. И я начал из-за этой проблемы ну, как инженер уже задуматься. Дальше как устроить. И по интернету, по всем вот интересуемся, потепление идет, и никак не прекращается. Весь мир тоже начал говорить о глобальном потеплении, и мы самые вот пострадавшие от глобального потепления, например, если город, республика, потому что мы на вечной мерзлоте самое большое количество людей живет в Якутии, чем в других мерзлотных зонах. И самый большой город в мире, вот город Якутск, 310 тысяч человек живет вот в условиях вечной мерзлоты и каменных построек. В связи с этим уже с потеплением уже начал, ну, некоторые дома, которые раньше построенные, уже разрушаться начали. И, например, если взять по нормативам, ну, никто, вот власти по-другому говорят, конечно, они вот страхуются, а вот визуально посмотреть где-то вот лет еще, если вот так 2-3 года потеплеет, это аварийность будет минимум 40% домов города Якутска. Ну, вот так идет все, потому что вот территория мерзлоты очень содержит много воды в мерзлоте. Ну, самый минимум 15% содержит, а самый максимум до 80% воды. Это все растает, тогда вот эти, например, каждый дом 3-4-этажный даже, да, весит, ну, 3-4 тысячи тонн. И это все вот это на водяной жиже, остывшей водяной жиже стоит. Это очень опасно. Тогда вот 70-е, 80-е годы вот нормативы, когда строили, да, вот город стал каменным строительством заниматься, нормативы другие были, поэтому не так глубоко бурили, не так вот эти меры, это предохранение от потепления, мало мер было, поэтому уже эти дома разрушаться начали. Сколько домов уже разрушились? Ну, фактически обрушение открытое там 3-4 дома пока, а так трещинами и потенциально к разрушению очень много. Можно их спасти каким-то образом? Или... Ну, спасти это вряд ли, потому что уже дома построены уже так вот, уже устаревшими нормами, а новые дома более-менее вот эта методика изменилась, вот это монолитным каркасом, он более крепкий, чем, но в последнее время очень тенденция вот коммерциализации строительства пошла, и
это высотные дома появились. Очень, ну, здесь раньше выше 5 этажов не строили, да? А сейчас уже до 14, до 16 этажей дошло. И они хорошо стороны, или они тоже Ну, опасности? Никто не может сказать, хорошо или плохо, но вот строители хотят больше денег заработать на квадратном метре. Вот это ясно. Сами строители, да. А государство таких нормативов еще новых не выработало. Ну, мы приняли закон вот, об охране вечной мерзлоты, да, и вот правительство разрабатывает новые нормативы. Но он еще новые нормативы пока только вырабатывает. Он когда вступит в силу, еще не точно. Ну, наверное, со следующего года начнут вступать в силу новые нормативы. Что этот закон меняет? Что там было? Ну, вот технические нормативы меняются. И опять удорожание строительства, и методы и техконтроля, все меняется. И он очень направлен на сохранение самой мерзлоты не только в городе, а по всему Якутии. Потому что Якутия – это как стабилизатор климата на земле. Потому что мерзлота поглощает на северном полушарии, вот июнь, июль, август, это солнечное тепло, наоборот, поглощает, а арктические льды, наоборот, отражают и не поглощает тепло. А если отражает, у нее, планета начинает теплеть, а мерзлота поглощает. И вот, например, если здесь в Якутии, 0,5 градусов среднегодовой поднимается температура, и число ураганов, смерчей, цунами в экваториальных зонах почти удваивается. Это по всей планете так влияет. Потом, если, например, как бы сказать, 4 фактора есть, которые должны учитывать, все земляне. Это стабилизация климата, это потому что мерзлота поглощает тепло солнечной энергии в северной части, летние месяцы. И второй, это запас пресной воды в мерзлоте очень много находится. Весь мир завидует. Это не на реках, а подземной воды очень много. В-третьих, это лесотундровая зона, лиственница, который растет, и мох сочетаний, они очень много кислорода делают. Тоже вторые легкие мира называется. Это зона вечной мерзлоты после Бразилии. В-четвертых, это очень много, например, это мерзлота, это гарантия биологической безопасности планеты. Потому что там в мерзлоте очень много неизвестных, незнакомых вирусов, они могут при потеплении подняться и распространиться в теплые районы при помощи пернатых птиц. И, например, пернатые птицы почти все у нас гнездятся. Они очень много насекомых съедают. На югу летают. И, некоторые виды пернатых до килограмма насекомых в день съедают. Это тоже урегулирование санитарного состояния. Например, Китай, Индия, Корея, Япония, Америка тоже. Некоторые виды наших уток зимуют в Южной Америке, в Бразилии есть такое.
Поэтому надо вот беречь мерзлоту. И очень много, вариантов надо рассмотреть, чтобы это все, планета точку возврата не прошла. А здесь спусковой крючок вот это необратимых процессов. Я примерно считаю, что это Якутия и ядро местной мерзлоты. Но сейчас уже по-другому строят. Вот эти дома, которые сейчас строят, они уже выдержат или тоже не выдержат? Так-то вопрос выдержит, не выдержит, только время покажет. Потому что сам вот это, который сейчас появился вот у нас в железобетонном монолите, да, который сейчас в последнее время мы строим, да, он, сваи бурятся до уровня 12-14 метров. А водянистый слой мерзлоты, да, начинается с 40 метров. Самый минимум 28 метров. Что будем 28 метров бурить, что ли? Это... Потом же и как верхние слои тают, да, и еще выталкивающая сила меняется. Поэтому нет никакой гарантии, что это монолитный каркас нормально устоит. Нет никакой гарантии. Просто если мы считаем вот это все крепкое, вот это как бы физика твердых веществ, примитивный выход из положения называется. Поэтому мы предлагаем вот новый принцип расселения. Это территориальное образование с ландшафтной ответственностью. Это должно по всему миру, например, уже как перениматься постепенно и постепенно. Например, вот... Я не совсем понял, что вы предлагаете, как по-другому надо? Новый принцип расселения. Как? Территориальное образование с ландшафтной ответственностью. Значит, что? Малоэтажное строительство и расселенные. Не в одном концентрированное, а расселенное жилье. Когда мне было 3 года, да, когда коллективизация начался, да, вот это из колхоза. Колхозы жили, да, рассредоточенно. А вот начали еще дальше коллективизировать, советские хозяйства появились, и всех в одну деревню начали собирать. И тогда, вот я помню, да, старики возмущались. Никуда не ехавшие, необразованные старики возмущались, да, тогда еще. И то, что они возмущались, сегодня это 100% исполнилось, 100%. Поэтому у нашего народа есть такие хорошие, глубокие генетические знания, как жить здесь. И на это надо положиться. Значит, вообще небольшие домов. Да, большие. И, например, ты в одном аласе живешь, ты просто не успеваешь ничего испортить. Природа сама догоняет тебя и быстро восстанавливает. А если большой населенный пункт, он все растопчет, и все испортит, и природа не может догонять. То, что люди натоптали, испортили, все распилили, запилили. Поэтому нужен вот такой. Сейчас люди очень потребительскими этими стали, как бы уже требованиями. Поэтому надо с учетом этого, надо вот уже дообразовывать, дать понять людям, что нельзя урубить ветку, на котором сидишь. Что вы требуете от власти, что власть должен сделать? И власть должен, конечно, нужное законодательство вырабатывать, и люди тоже должны вот природу свою,
они должны понять, что мерзлота планетарное значение имеет и должны так относиться, чтобы Земля принадлежит всему человечеству. Не только одному народу и сегодня, а еще завтра нашим потомкам принадлежит. Есть поговорка, да? Это мы землю одалживаем у наших потомков. Мы у них одалживаем и отдаем. А наши потомки у своих потомков одалживают и отдают. Ну, чтобы ответственные были. Не на только свою жизнь, а на время вперед. Ну, вот такое отношение есть у народа. Можно еще спасти этот мерзлота, или это уже потеряно? Ну, конечно, если глобально взять, например, я же вот говорил, вот, отказаться от энергоносителей, нефти, газа, угля, и очень эффектно будет. Потом же новые способы ученые предлагают, чтобы, чтобы удержать это, чтобы тормозить потепление по всему климату. Но для этого должны все государства сообща работать, а не руководствоваться вот этим над государственными структурами. Это человечество должно созреть, что это все. Без войн же можно все это урегулировать, можно. Без войн же можно урегулировать рост населения, можно. Это элементарно, любой природный закон есть. Например, если любой особь женского, самки, да, если даже человек, да, возьми Европу, если у него ребенок, гарантия есть, чтобы на существование крепкое, они мало рожают. А если никакой гарантии нет, женская особь начинает плодиться, например, как в Индии, Китае. Это если улучшить жизнь вот третьих стран, да, прирост населения 2 счета, это сократится. И человеческий отбор, да, не такими жесткими методами, которые сегодня идет через капитализм, да, можно через как новое видение, как научного коммунизма имеет место быть. И религия, и научный коммунизм, они как-то уже в последнее время, и наука, все приближаются друг к другу. И это должно что-то дать. Планетному разуму. Поэтому всем очень надо серьезно относиться к сохранению климата. Например, вот мы тепло вырабатываем, да, тратим, например, рубль, да, а планета, чтобы от тепла сберечься, чтобы охладить свои здания, 4 раза больше тратит. А если по всей планете снизить среднюю температуру на 1 градус, это соотношение 1 к 3 станет. Еще снизить это еще на 1 градус, 1 к 2 станет. Это же вот можно вычислить же. Потом же, например, научные сообщества планеты, они как-то должны едино на общий результат планеты работать. Например, астрономы по-другому думают, космофизики по-другому думают, климатологи по-другому думают, мерзлотоведы все свое только знают. А их суммировать и еще прогнозировать, и прогнозно-аналитический мировой центр, он должен какой-то голос иметь и вон, и во всех уставах государств. Только тогда же можно что-то делать. А здесь я сколько буду кричать, толку-то.
Нету толка. Еще какие вопросы есть?